на этом месте я как сразу вспомнила песню. Так, она меня сюда таскала, маленькая, на работу, вместо садика я прихожу сюда. Все эти лица, всех людей, они мне знакомы. Они тоже немного меня воспитали. Она открыла для нас мир, какой-то загадочный, сказочный мир поэзии, истории, казахского народа, любого народа. Были, не были. Это была просто сказка. И она этот мир открывала, по-моему, себе. Она приезжала там в гости, находилась там тоже среди тосков, татарского искусства, татарской поэзии. Например, в искусстве античности она находила тоже какие-то татарские мотивы. Я ходила в музей Нью-Йорка. Также по работе она очень много за границей ездила. То есть она прям жила своим искусством и дарила его всем, по всему миру. Но она не хотела уже это, она хотела быть сильной, она хотела продолжать служить своему народу, своему знамению. Я бесконечно ей благодарна. Необыкновенная, волшебная мать, бабушка, прабабушка. Она смещенная своими танцами, песнями, историями. Она была советами всегда поддерживала. Она пример нам всем, вдохновение. Какое счастье нам сейчас уходить домой и открыть всю книгу, почитать историю. О своих внуках, о нас. Ее отсутствие — это огромное для нас испытание, как детям, как семье. Она продолжит жить в нашей памяти. И в памяти ее любимого леса, в памяти деревни, прудов, наполненных рыбками и птицами, родников. Она будет наблюдать за нами, за нашей землей, так как я еще так бы замечала. Здесь старуха любовь летает по весне над ивами, касаясь волшебных крон своими сапогами, так она будет за нами следить. Она не уходит в землю, она уходит в быть, как она всегда хотела, в вечность. Спасибо всем за ваше поддержку. Такой момент. Друзья, разрешите